Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Органами прокуратуры республики во взаимодействии с органами контроля и правоохраны проводится системная работа по предупреждению и пресечению нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Какая ситуация складывается в этой сфере, мы поговорим сегодня. Наша гостья Ирина Саян, прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере, Управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Ирина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какая ситуация складывается на территории республики с нарушениями на дорогах, ну и в частности связанными с управлением транспортом в состоянии опьянения? Да, действительно, обеспечение исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения является особо контрольным направлением деятельности нашей, поскольку за 9 месяцев текущего года на территории республики совершено более 600 дорожно-транспортных происшествий, 68 из которых совершено именно водителями в состоянии опьянения. В результате данных дорожно-транспортных происшествий погибло и пострадало в общем счете 98 граждан. Поэтому в целом эти цифры ниже, чем были в прошлом году, но данное направление все еще остается на контроле. Так, за этот год составлено более 3000 административных протоколов, и к уголовной ответственности привлечено более 500 граждан. Но если говорить о каких-то тенденциях, да, снижается ли у нас в общем число происшествий или как-то остается на одном и том же уровне? Количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось, при этом совершение их именно водителями в состоянии опьянения чуть ниже, чем было в прошлом году. Вот какая ответственность предусмотрена для граждан за управление транспортными средствами в состоянии опьянения? Управление транспортным средством в состоянии опьянения является общественно опасным правонарушением, которое может повлечь причинение вреда жизни и здоровью не только водителя самого, но и других участников дорожного движения. Поэтому данное правонарушение влечет как административную, так и уголовную ответственность. То есть административная ответственность у нас предусмотрена статьей 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А если у гражданина нет права управления, то административный арест сроком от 10 до 15 суток. Если же уголовная ответственность, мы говорим про уголовную ответственность, то это статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает ответственность именно за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. И минимальное наказание по данной статье — это штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, а максимальное наказание — это лишение свободы сроком до 3 лет. При этом обязательным, также дополнительным наказанием является лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком до 3 лет. Также частями 2, 4 и 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств с лицом, находящимся в состоянии опьянения, которое повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, либо смерть 2 и более лиц. То есть в зависимости от наступивших последствий лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности. Наказание предусмотрено в виде лишения свободы только. Если это тяжкий вред здоровью, до 7 лет, если смерть, то это до 12 лет, если смерть 2 и более лиц, то до 15 лет. Ну вот, допустим, остановили водителя, да, выявили у него опьянение. А где вот та грань наступления вот, административной ответственности и уголовной? При ситуации, когда остановили человека, то его сразу отстраняют от управления транспортным средством, предлагают пройти освидетельствование. Если человек согласен на освидетельствование, то применяется специальное средство, газоанализатор, проще говоря, алкотестер. Если же отказывается, то его направляют на медицинское освидетельствование.
Привлечение к административной ответственности зависит от того, был ли привлечен человек уже ранее к административной ответственности, либо нет. Если да, то в первый раз административная, если второй раз, то уже уголовная. Мгм. Ну, то есть, чем больше нарушений, соответственно, тем строже наказание, да? Да, Вплоть конечно. до уголовной ответственности, да, можно лишиться свободы. Вот в течение какого периода водитель считается лицом, подвергнутым к административному наказанию за управление в состоянии опьянения, за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования или имеющим судимость? Лицо считается подвергнутым административному наказанию в период с дня вступления в законную силу постановления суда о привлечении к административной ответственности и до истечения 1 года со дня исполнения этого постановления. Лицо считается судимым уже за совершение преступления такого со дня вступления в законную силу приговора, обвинительного приговора суда, до погашения или снятия судимости с него. Вот какие еще меры воздействия предусмотрены законом за управление автомобилем в состоянии опьянения? Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена такая мера, как конфискация транспортного средства. То есть, если за совершение преступления, предусмотренное статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, человек признан виновным, то суд может применить конфискацию, то есть безвозмездное принудительное изъятие и обращение в доход государства транспортного средства, с помощью которого было совершено данное преступление. За 9 месяцев этого года по ходатайствам прокуроров городов, районов республики была применена конфискация в отношении 90 транспортных средств. Мгм. Мгм. То есть 90 автомобилей изъяли, а куда они далее направляются? Их как-то реализуют, получается? Да, обращаются в доход государства, специальный орган выставляет их на торги, и они реализуются другим гражданам. Мгм. А вот будет ли конфискован автомобиль за повторное управление в состоянии опьянения, если ранее был заключен договор, вот его купли-продажи, да, либо он находится в совместной собственности супруга? А, Заключение предварительного договора купли-продажи, которое может быть совершено в целях уклонения от такой ответственности, бывает такое, не может препятствовать конфискации, потому что в момент совершения преступления транспортное средство находится в законном владении данного лица, а, и может быть оно изъято. А если в общей совместной собственности супругов при отсутствии, например, договора о разделе имущества, то оно также подлежит конфискации, поскольку оно считается совместной собственностью. А если вторая сторона, второй супруг не согласен с таким изъятием, то он вправе в порядке гражданского судопроизводства обратиться с иском в суд для того, чтобы определить свою долю этого. При этом изъятие считается правомерным в любом случае. Мгм. А вот может ли быть такое, да, например, представим злостного нарушителя, да, который уже много раз попадался пьяным за рулем, могут ли его пожизненно лишить права управления транспортным средством? М, Такой меры, как пожизненное лишение права управления транспортным средством, нету. Максимальная, которая возможна уголовным законодательством, предусмотрена на срок до 6 лет. Лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Мгм. Ну вот хочется узнать у вас ваше личное мнение, да, как вы считаете, насколько эффективны данные меры, стоит ли вообще ужесточать законодательство в данном направлении? Считаю, что да, необходимо принимать дополнительные меры, в том числе по ужесточению наказания за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, поскольку они являются общественно опасными и представляют опасность для окружающих. Нередки такие случаи, когда именно по вине водителей в состоянии опьянения погибают невиновные люди, которые даже не знали. Если говорить о профилактике, вот проводят ли какие-то профилактические мероприятия в этом направлении, да, выявление, может быть, пьяных водителей, рейды, может быть, проводите? Да, конечно, с всеми правоохранительными органами, в первую очередь, конечно, Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, во взаимодействии с также органами прокуратуры проводятся профилактические мероприятия. Это
какие-нибудь там профилактические беседы, ролики снимаются. То есть идет такая планомерная работа в данном направлении. Мгм. Ну, тем не менее, мы все-таки понимаем, что смертность на дорогах высокая, именно состояние опьянения. Ирина Петровна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей и успешной работы в данном направлении. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.